представитель, я думаю, поистине коварной профессии. Правда? Голова немножко уже подбита. У 7 нянек ребенок без глаза. Ходил на учебу в Краснодаре, стадион уже строил БТ. Ноги от мозолей в крови. Просто болел футболом. Это вы можно сфотографироваться и так шлепнуть можно. Чистая душа, вот такая карачайская. Когда тебе за это в аду, ты немного лицемеришь. Я полетел на мальчишник в Таиланде. Залетел под автобус. Конечно, не хотелось бы убивать кого-то. Позор. Хуже смерти. Когда все гладко, не может быть все гладко. Москва слезам не верит. Мне пробило голову. Всем ассаламу алейкум и доброго дня. Сегодня у нас в гостях очередной наш гость, представитель, я думаю, поистине коварной профессии, но так это или нет, мы сегодня постараемся выяснить. Артур Бачоров у нас в гостях. Ассаламу алейкум, Артур. Ассаламу алейкум, Рустамбек. Салам алейкум всем зрителям. Я вот рад знакомству с тобой, когда мы с тобой познакомились несколько лет назад, и всегда отдаю большую, как тебе сказать, отдаю большую дань тому, чем ты занимаешься, и уважение к тебе как к личной, так и к твоему делу. Знаешь, мне в последнее время все больше и больше нравится брать интервью, потому что все гости, которых я приглашаю, все меня хвалят, и это так приятно. Хотя это не должно быть приятным, конечно. Мы все-таки должны быть немного скромными. Наверное, поспорю, это должно быть приятно. Приятно общаться с людьми, которые тебя ценят, а не обесценивают. Правда? Ну, давай начнем с самого начала, с того момента, как ты родился, и перейдем на сегодняшний день, и там уже поговорим и о чувствах, о звездности и так далее, да, и там про Эйкона. Я ехал как раз таки сегодня, надеялся, что этот вопрос не всплывет. Это важная часть. Куда деваться, такие вопросы всегда всплывают. В далеком 87 году я родился в Усть-Жигутинском районе. То есть еще со времен Союза? Да, со времен царя. Советский человек. Да. Родился в станице Красногорская, там пошел в школу, и до момента окончания школы я провел свое детство там. Как тебе жизнь в селе? Вы держали там, не знаю, коров, лошадей, овец? Ты выходил на пастбище, ты занимался там уборкой навоза и так далее? Вот практически все, что ты озвучил, естественно, мне это было присуще. Я с утра просыпался часов в 6, наверное. Когда мама заболела, я доил коров и утром, и вечером. Сколько коров у вас было? Ну, максимально штуки 4, наверное. Это ты, будучи там в 7-8 классе, да? Да. 4 коровы утром, 4 вечером. Ну, ты, наверное, на турниках мог много подтягиваться. Честно говоря, у меня с детства вес был такой немножко лишний, так что турники до сих пор не особо мой любимый снаряд. То есть ты хорошо постранил, если у тебя в детстве был лишний вес? Да, наверное. Хорошо выглядишь. Да. Но я и на сегодняшний день на диете, двигаюсь мало, хотелось бы больше, но образ жизни, конечно, свое влияние оказывает, что современный образ жизни на нас влияние оказывает. Ну, в твоей профессии ты же, наоборот, много двигаешься, нет? Я бы, наверное, много двигался, если бы только начинал. Это было когда-то, я много двигался. Сейчас у меня сегмент немножко другой, там двигаться нужно не так много физически, но много нужно двигать своим серым веществом, я так скажу. Но мозговая деятельность, она же тоже очень сильно сжигает калории, также и физические нагрузки. Согласен. Ну, наверное, уже и даже мозговая деятельность у меня довольно-таки невысокая. Закончил ты школу в селе. Все эти коровы, лошади, овцы, все они позади, и ты переезжаешь в Ставрополь. Да, я почему в Ставрополь выбрал, у меня сосед за год до этого, он был старше меня, мы с ним в школу вместе ходили каждое утро, поступил сюда в колледж. И он так красочно описывал
город Ставрополь, в котором я до того Ну, момента... после Красногорки, наверное. Да. После села, конечно, Ставрополь довольно-таки интересно выглядит в мечтах. И я приехал сюда и поступил. А не было вот этого стандартного, надо быть врачом, надо идти в мед? Я вырос в небогатой семье, там на мед, наверное, нужны были достаточно хорошие деньги, чтобы там оплачивать обучение. Я всегда сам, наверное, двигался. Мои родители в школу ни разу не приходили. Да, наверное, за 11 лет ни разу не были ни в школе, ни в институте. Я всегда сам двигался, я выбирал направление своей деятельности и жизни. А у тебя есть братья, сестры? Да, у меня... Ты старший? Я самый младший, а у меня братьям и сестрам уже около 50 лет всем. Кому-то до 50, кому-то после 50. Просто обычно, когда старший в семье, он как-то много самостоятельных решений принимает и несет ответственность за младших. А младшие, они же такие не совсем приспособленные к жизни, так сказать. Согласен, но у меня получилось не старшие братья и сестры, а у меня получилось несколько пап и 2 мамы было, так как все на порядок были старше меня. И поэтому у меня не совсем стандартное детство было. И у меня была полная воля, наверное, можно так сказать, в своих действиях и принятиях решения. Как говорится, у 7 нянек ребенок без глаза, так и у тебя, да, как бы вроде много кто мог за тобой присмотреть, но в принципе ты все делал сам и ответственность за тебя особо никто не нес. Можно так сказать, но я никогда не был сорванцом, не то чтобы я был без глаза, я всегда понимал свою ответственность, я всегда брал хорошие примеры со своих родителей, братьев, сестер и старался не брать плохие примеры. Естественно, такие отрицательные стороны есть у всех, как бы наши родные нам не нравились, и мы их не любили, но все равно было видно на контрасте, что нужно делать, а что нет. И в один прекрасный день я спросил у своей мамы, я говорю: мам, вот мой старший брат, мы с тобой понимаем то, что он не прав вот в этой ситуации. Он интересно сам понимает. Моя мама очень, конечно, удивилась такому взрослому вопросу ребенка, но как есть. И что она тебе тогда сказала? Она мне тогда сказала, то, что, скорее всего, не понимает. Если бы понимал, наверное, этого не делал. Поступил ты в Ставрополь. Как тебе Ставрополь был в студенческие годы? В Ставрополе... Чем ты занимался помимо учебы в Ставрополе? Давай будем честными. Если быть честным, конечно... Если быть честными, ты ходил на учебу? В продолжение того, что был ответственный, я ходил на учебу и редко пропускал. Для меня было показательно то, что я сам добиваюсь всего, а самому добиваться и не посещать учебу, это как-то было для меня зазорно, учитывая те усилия, которые мои родители приложили к моему воспитанию и вообще ко всем тем начинаниям, которые у меня были в жизни. Занимался ли ты спортом или какой-то творческой деятельностью, или научной деятельностью? Может, ты в студенческие годы начинал уже зарабатывать? То есть, было ли какое-то дополнительное увлечение? Я начинал, наверное, зарабатывать еще в школьные годы. На летние каникулы то ездили, подрабатывали. Сколько тебе лет было, когда твоя первая зарплата была? Я думаю, лет 14. И как ты ее получил? Я уже не помню, как я получил, потратил на какие-то личные нужды. Я помню, на первую зарплату я себе купил футбольную форму, так как я очень увлекался футболом, и в школьные времена мы много что выиграли по футболу у нас в районе. Просто болел футболом каждую перемену, после уроков, и дома я получал за это, потому что постоянно пропадал на футболе. И я потратил свою первую зарплату на футбольную форму. Как сегодня помню, это был Манчестер Юнайтед, красная форма. А вот эта любовь к футболу, она осталась до сих пор? Я бы сказал, наверное, на том уровне, как она была, навряд ли. Недавно был чемпионат мира. Ты смотрел, болел? Между делом, честно говоря. То есть уже нет такой страсти? Да, страсть пошла. Я не думаю, что есть что-то вечное. Получается, сначала ты поступил в колледж, окончил колледж, потом ты поступил в университет. Все правильно, да. На кого ты выучился?
В университете? Или И в там, и колледже? там. В колледже у меня была специализация, я поступал на программиста, если не углубляться в терминологию. В университет я поступал на физико-математический факультет организации технологий защиты информации. Там тоже я проучился 3 года, и в колледже 3 года, и там 3 года. Мгм. Ну вот полученные знания, полученное образование тебе пригодились? Мне математика еще в школе нравилась. Я как бы было какое-то небольшое влечение, и у меня получалось решать всякие примеры, задачи и так далее. И это перешло и в университет. Мне все давалось не так уж и сложно. Там, если кто-то недобросовестно писал дипломы, я написал его с гордостью сам, защитил сам. А то, что пригодилось мне учеба или нет, математический склад ума мне помогает по сей день какие-то стратегии в жизни выстраивать, как краткосрочные, так и долгосрочные. Ну, как ты вообще относишься к высшему образованию в целом, фундаментальному образованию в России? Сейчас я почему спрашиваю, много молодых, там кто-то блогер, кто-то там геймер, кто-то айтишник и так далее. То есть много ребят, которые зарабатывают очень хорошие деньги, но при этом они нигде не учились, и они считают, что это не нужно, и они этого не хотят. И их кругозор как бы вот в том, чем они занимаются. Я считаю то, что вот у меня 2 племянника отучились, а 2 еще учатся, и 2 племянникам еще предстоит отучиться. Я сегодня вот понимаю по молодежи, то, что особо это им не нужно, они выполняют прихоть родителей. Мне в учеба тоже особо не пригодилась. Я считаю, нужно найти сначала себе занятие в жизни, которое нравится или которым хочешь заниматься, а потом уже выбирать то направление, в котором ты хочешь обучаться и расти с точки зрения. Ну, то есть такое фундаментальное, базовое образование, оно, на твой взгляд, особо не нужно, да? Я считаю, разносторонне. Нет. Я считаю, нет. Ну, разностороннее, как сейчас просто молодежь приходит, большинство, к сожалению, приезжают в Ставрополь или идут в университеты, там у них всякие мероприятия, не посвященные учебе, мягко говоря, и просто прожигают и время свое личное, и родительские силы, и средства материальные, и нервные клетки тоже. Чем вот это все, если совокупность брать, это, конечно, преобладает, но если есть ребята, которые реально хотят уже сегодня понимают то, что они хотят стать врачами, хотят стать юристами, экономистами, конечно, это только приветствуется, на мой взгляд. Ну, а ты не думаешь, что если вот сейчас будет поколение там 15, 16, 17-летних мальчиков, девочек, которые там стали сейчас блогерами, там, геймерами, там, кто-то спортсменами и так далее, и они там, к моменту окончания школы уже неплохо зарабатывают, и они не видят смысла быть врачом, да, там, быть инженером, там, быть ученым, что это даст отрицательный посыл на следующее поколение, и там, через 20-30 лет мы можем остаться без специалистов. Если человека не лежит душа сегодня быть врачом, его заставляют, какой он врач получится в итоге? Ну давай, если брать откровенно, у нас 90% наших врачей, карачаевцев, да, болгарцев, мы знаем, что у нас очень много хороших, знаменитых врачей, и в целом вот что-то есть в нашем народе, располагающее к врачебной деятельности, и много хороших специалистов. 90% из них не хотели поступать в медицинский. Я такую аналитику, конечно, не проводил. Ну ладно, может 80, но я вот с многими общался, большая часть не хотела поступать. А на сегодняшний день они они очень хорошие специалисты, очень. И даже я знаю специалистов, которые даже во время учебы особо много сил на это не тратили. Кое-как там старались сдавать экзамены, сессии закрывали, где-то договаривались, но на сегодняшний день они на российском уровне, некоторые даже на международном, и они очень толковые и грамотные специалисты. Ну, я со своей точки зрения сужу, так как я всегда принимал решения за свою жизнь, за свое будущее. А если кого-то направляют родители, и родители знают то, что ему так будет лучше, он не в состоянии принять решение лет в 15-14, кем он хочет стать или не хочет, а потом так получается, что он грамотный специалист и врач, грубо говоря, от Бога. По-разному бывает. Ну, моя точка зрения такая. Человек пока сам не осознает то, что он хочет, смысл заставлять его нету. Вопрос тебе тогда так.
Как нужно воспитать ребенка, чтобы в 15 лет он мог понять ответственность и принять решение на всю свою дальнейшую жизнь? Опять-таки вернемся к моим племянникам. У меня их 6 человек. С каждым я по-своему проводил беседы, работу, тренировки по воспитанию. И я понимаю то, что баловать, наверное, нельзя. Мне хоть все и говорят то, что вот будут у тебя свои дети, и ты тогда не сможешь принимать решения о воспитании строго. Но видя то, что проходит вокруг, происходит, и то, что получается в итоге, я хочу, чтобы мои дети были довольно-таки самостоятельные и целеустремленные. Поэтому, да, Всевышний я их воспитаю в строгости и думаю, получится. То есть твой совет более строгое Отношения, строгий подход. Да, да. Чувствам нет места. Ну, то разве что иногда, ну, чтобы это не превалировало. Ну, то есть не спартанские условия, но и... Конечно, конечно. Ну, со стороны отца там, конечно, бить не обязательно детей, но в строгости держать. Ну, так и шлепнуть можно, да. слабину не давать, конечно. Где вот ребенку дал задание, он должен его, наверное, все-таки выполнить, а не так, типа. А вот не выполнил, рукой что махнуть. делаешь? Не выполнил, ну тогда с ним... Ну, если не бить. Если не бить. Так у него же тоже много интересов. Если он не выполнил, значит его хотелки тоже, наверное, не будут выполняться. Каждый должен нести ответственность. Если он что-то не делает, значит он что-то не получает. Это с детства идет и по сей день. Вот если у тебя есть цель. Что будет система «ты мне, я тебе» какие-то. Ее нужно выстраивать не ты мне, а я к тебе, а вообще к жизни. Ты мне и точка, да? Нет, вообще такой подход к жизни. То, что жизнь, мы можем жалеть детей в детстве, но когда они вырастут, их жизнь жалеть не будет. И я вот вижу, мне обидно, честно говоря, за ребят, которые там 20, 30, 40 лет, они до сих пор не могут найти себя, живут с родителями и не могут самостоятельно принимать решения. Закончил ты университет, что дальше? Дальше актуальный сегодня вопрос. Я пошел в армию. Хотел поступить в Федеральную службу безопасности. Ты сам добровольно пошел в армию? Ну, закончил университет, и мне нужно было идти в армию. Ну, не пытался как-то вот что-то? Нет, я не сторонник всяких таких манипуляций. Надо, пошел. Да. Тогда 2 года было или уже 1 год? Нет, был уже 1 год. Я попал в Дагестан. 8 месяцев прослужил в Дагестане, тогда это была горячая точка. У нас была повышенная заработная плата, я не знаю, не помню, как это называется, что выплачивают военнослужащим. Вот. А потом меня направили на военную базу в Гюмри, это Армения. Ну, интересный опыт, я тебе могу сказать, если суммировать, то, что произошло со мной за год и там, но 90% было бесполезно. Но 10% все-таки немного закалили. Да, закалили те моменты, когда я думал, что все, что нас не ломает и не убивает, делает нас сильнее. Просто один из дней могу рассказать, это какой-нибудь марш-бросок, встаем, подъем в 4 утра. В 4, не в 6? Нет, в 6 мы уже... В 6 это стандартный подъем. В 6 мы уже направляемся на полигон пешком в полном обмундировании и в полной экипировке с автоматами, там, это с гранатометом. 30, да, наверное? Ну, у кого что было, да, у кого-то гранатомет, у кого-то пулемет. Я брату старался помогать, у него пулемет был. Вот. И мы добирались через несколько часов до полигона, туда 25 километров. Там проводили учения, копали окопы, стреляли, маневры тактические, и вечером 25 километров обратно. И на следующий день на построении там процентов у 30 они уже в лазарет уходили, у них ноги от мозолей в крови, и они уже ходить не могли. А сейчас, если призовут? Сейчас, если призовут, я несколько раз подумаю, прежде чем принимать решение, я так скажу. Ну, я думаю, это мудро. Согласен. А в армии были какие-то еще там казусные моменты или моменты, в которых там пришлось проявить твердость характера? Может, там пытались как-то тобой манипулировать, руководить? Все это было, но
Не буду говорить, как все сейчас говорят, там полы никто не мыл, все строили других. Ну, я, наверное, ни разу не могу сказать, что я мыл полы. Так получилось, то, что у меня уровень коммуникации довольно-таки высокий, и не обязательно там с кем-то драться, чтобы достичь каких-то целей определенных. Вернулся ты с армии, уже смотришь на этот мир чуть по-другому. Да, вернулся я с армии, голова немножко уже подбита. И сразу решил в эту сферу, в которой сейчас занимаешься, или был какой-то другой опыт, после которого ты принял решение? Нет, я перед армией, учась в университете, уже сдавая экзамены, было свободных там несколько месяцев летних. И я устроился в торговый центр «Космос» на подработку, денег, естественно, не хватало. Хотелось закрывать какие-то свои потребности минимальные. Продавцом устроился, потом меня на повышение, потом мне даже магазин отдали, я уже был, у меня был... А что продавали, что за магазин? Одежду, обувь и так далее. Ну, торговый То есть центр. за несколько месяцев ты уже до директора магазина дошел? Да. Довольно-таки быстро у меня получился, так сказать, карьерный рост, пусть даже от продавца до администратора, до управляющего магазином. И после этого я ушел в армию. И возвратившись после армии, я чем заниматься, то, что я вот не так давно, в принципе, делал, то, что у меня получалось неплохо. Устроился в один из магазинов вещевых, тоже в Ставрополе, в РТЦ Ставрополь находился, за 10 тысяч рублей в месяц. Ну, чем ничего не делать, лучше... Это какой год? Это 2011 год. 2011, ну тогда 10 тысяч примерно как сейчас, 20-25. Это как сейчас, и тогда это очень мало. Ну да, но все равно. Вот. 2011 это год окончания университета. Я помню, что билет в кино можно было рублей за 100 купить. Я уже не помню такие Да, моменты. сейчас билеты стоят 300. Но помню, я отработав месяц, сидя на складе, там распаковывая одежду, я в моменте понял, что не этим я хочу заниматься. Вышел ежемоментно из склада, написал заявление и ушел. Просто вот раз в голову пришло. И всё. Да, в голову пришло то, что не этим я хочу заниматься, и как бы в будущем... Это момент здесь- озрения, да, и чем я Да, занимаюсь в этой жизни, да, вот примерно так и было. Ага. Момент озарения пришло. Потом открыл бизнес, магазин, который год поработал. Мы запартнерились с одним моим другом, с одноклассником. А что за магазин открыли? Продукты. И так получилось, что каждый из нас тянул одеяло на себя. Ты, наверное, знаешь, если с кем-то бизнес открывать, это такая определенная проверка, если это делаешь с другом. Но в последнее время часто не то, чтобы тянут на себя, наоборот, перекидывают на другого. Да. Ну, может и так было. Короче говоря, у нас много было разногласий. Я уже начал искать себе... И ты подтвердил правило, что с друзьями и родственниками лучше совместно дел не иметь. Наверное, да. Я уже начал искать себе альтернативу, потому что понимал то, что у нас будущего особо нет, нужно было развиваться, много магазинов открывать, чтобы был виден какой-то результат, потому что по истечению года особо ничего не поменялось, просто все в оборот уходили деньги. То есть, если бы в тот момент вы нашли взаимопонимание, то в Краснодаре стадион уже строил бы ты. Возможно. Вот. И опять я подумал, посидел, где можно заработать хорошие деньги. Я что умею делать? Я умею продавать, у меня это получается. При продаже чего можно хорошо заработать? Это или недвижимость, или автомобили. Ну, так решил, что на недвижимости можно заработать больше. Пошел, устроился в первое попавшееся агентство. 3 месяца у меня не было ни одной продажи. Я параллельно еще работал, подрабатывал в магазине у себя и ходил на стажировку в агентство недвижимости. 3 месяца это, я скажу, большой срок, ну как бы 3 месяца, если нет результата. Ну, для многих это такой срок, после которого они уже опустят руки. Да, даже после месяца-двух уже опускают руки. А мне было интересно, как бы я за результатом, наверное, не сильно гнался.
И я принял решение уже... Что магазин есть, бизнес есть, бабки есть, что мне Да, надо. да. Но все равно пришло время, когда нужно было прощаться с партнером. Я ему оставил бизнес, так как у нас были обязательства, деньги были не наши, были заемные деньги. Я предложил ему взять ответственность и обязательства на себя и бизнес тоже на себя. Он согласился, это для него было выгодно. Он еще через год достаточно неплохо на этом заработал, когда продал магазин как бизнес. Это вот его история такая. А моя история такая, я только с ним пожал руки, попрощался. И больше мы не виделись, да? Нет. И как раз таки шел 4-й месяц моей работы в агентстве недвижимости, и я продал на 4-й месяц 3 квартиры трехкомнатные. То есть ты 3 месяца ни одной продажи, Да. и тут за месяц 3 продажи. Да, я продал 3... Как думаешь, есть какая-то связь между тем, что у тебя тогда был магазин, а потом уже магазин не был? Может, это когда тебя сильнее подталкивал? Больше, наверное, нет, чем да, потому что я сформировал за 3 месяца, с точки зрения продаж, если смотреть, за 3 месяца я сформировал определенный портфель предложений, и которые в итоге при всплеске рынка недвижимости реализовались. Примерно так это было. И заработал ты? Ну, в те годы я мечтал, ну не то чтобы мечтал, а рассчитывал зарабатывать, если 1030-50 в месяц, это будет довольно-таки неплохо. Вот. Это все тот же 2011. Это уже 2013 начало, наверное, было. Уже 13. Уже 13, да. И я заработал 150 тысяч и понял, то, что можно, оказывается, зарабатывать Оказывается, неплохие можно деньги. 30 тысяч в неделю зарабатывать, а не в месяц, да? Да, даже и больше. Я понял, что предела нет на самом деле. А вот чем мне нравится моя профессия, то что на самом деле нет предела. Конечно, можно и ничего не заработать, но лучше сегодня ничего не заработать, а завтра заработать довольно-таки много, чем зарабатывать стабильно, ну, как по мне, стабильно немного зарабатывать. А вот получается, смотри, если в одном месте много, в одном месте мало, то есть то густо, то пусто, да, вот это. Как ты относишься к своим финансам? Ты их как-то, не знаю, откладываешь, во что-то вкладываешь, как-то стабилизируешь. Какой совет ты можешь вообще дать в этом плане? С точки зрения финансов, конечно, нужно не класть яйца в одну корзину, что-то нужно инвестировать, что-то откладывать. Я когда у меня были небольшие доходы, старался менять машину, вот чуть-чуть насобирал денег, купил машину получше, чуть насобирал денег, купил машину получше, чтобы не тратить. Еще не было таких особых отношений с деньгами, чтобы... То есть для тебя каким-то активом был автомобиль? На тот момент, да. Потом у меня была мечта выкупать квартиры, зарабатывать на этом, которую я тоже реализовал, с партнером зашли, начали выкупать квартиры, потом у меня скопился капитал. То есть срочная продажа, вы дешевле купили, Да, потом по рыночной да, продали. да. Вот человек не может продать квартиру, я ему предлагаю деньги, которые он может потратить, грубо говоря, завтра на решение своего вопроса. У меня там небольшая маржа остается, то, что я продаю потом квартиру в какие-то сроки, допустим, 2-3 месяца. К срокам я не привязан, но привязан к небольшой марже, которую я зарабатываю на выкупе квартир. А были моменты, когда вы вот так выкупили квартиру, а потом, наоборот, в минус продали, или там с этой квартирой что-то вот не получилось? У меня, к счастью, таких моментов не было. Мои прогнозы и мои знания рынка недвижимости, скорее всего, помогли мне избежать всяких таких Ну и вот тот казусных аналитический ситуаций. склад ума, о котором ты говорил, да, вначале? Да, наверное. Я скажу, квартира больше, чем 1,5 месяца у меня не задерживалась. Я открою карты, наверное, не знаю, при продаже квартир, которые куплены по срочный выкуп, люди зарабатывают в среднем 20% от стоимости квартиры. Это считается средним. А вот в своей профессии, да, ты используешь какой-то опыт там заграничных агентств, да, подобных? Или там, может, ты сам какие-то технологии придумываешь? Или это все по шаблону? Работать по шаблону – это то, что я терпеть не могу, потому что моих коллег довольно-таки много, и далеко не все профессионалы своего дела и компетентные в продажах, в юриспруденции, психологии и так далее. И какие-то шаблоны, придерживаться каких-то шаблонов, это не по мне. Я постоянно, даже когда работал в агентстве, старался что-то придумывать, какие-то новые подходы, привлечение клиентов, создание воронок.
и каких-то новых технологий, подходы к продажам. Ну вот я в нескольких местах по городу видел большие баннеры, Мгм. где твоя фотография, там, имя, фамилия, все. Это заимствованная идея или это ты сам придумал? И вообще, кроме тебя, это кто-то использует? Скажу так, то что, наверное, это постоянно мелькало в моей голове, так как так делают в Соединенных Штатах Америки. Мне почему импонирует рынки развитой недвижимости. Допустим, в Соединенных Штатах наша профессия лицензируется, а у нас в стране нет такой официальной профессии, как риэлтор. Хотя риэлторов пруд пруди, и они как бы без них, можно сказать, никуда. Но нас бы не было, люди бы много кто не договаривался бы, и как бы это большие затраты. У меня сколько случаев было, то что люди не могут договориться друг друга, что я сглаживаю, и в итоге проходит сделка, только благодаря мне. Конечно, и многие обходятся без нас, но я только рад, у кого получается. Я считаю, просто каждый должен заниматься своим делом, и поэтому очень много вкладываю в будущее, например, своей работы. Для меня деньги на втором месте, я всегда стараюсь помочь человеку, чтобы он решил свой квартирный вопрос. А с точки зрения баннеров, то, что висят, я в 2020 год проработал в Москве, потом пытался проработать в Карачаево-Черкесии. Я жил в Штатах в далеком 2009 году. Ну, как бы понимание мира есть немножко, такое своеобразное, и постоянно какой-то креатив, я думаю, должен быть, чтобы быть на шаг впереди других. А как тебе работа в этой сфере в Карачаево-Черкесии? Так, пару слов об этом. Если... Как есть. Как есть. Рынок в Карачаево-Черкесии даже не... Вот количество продаж и сделок в Старополе и там в Черкеске, если сравнить. Там, наверное, тоже очень активно, качество, да, я так скажу, качество моей услуги в Карачаево-Черкесии оно не нужно. В Карачаево-Черкесии нужно вот эти по-братски туда-сюда, давайте я тебе нормально за 5-10 тысяч сделаю. Там любят, чтобы им сладко говорили, лебезили, может быть, и, можно сказать, неправду говорили мои коллеги. Я просто всегда честен. Если я вижу то, что человек не продаст свою квартиру за 5 миллионов, я не буду говорить то, что он ее продаст за 5 миллионов, а потом пытаться его опускать по цене. Я ему сразу скажу, рыночная цена такая-то, давай продадим, тебе же нужны деньги. Скорее всего, эти люди, они слушают других, кто им понаобещает золотых гор, а потом не выполняют свои обязательства, и еще оставляют на нашей профессии плохие отзывы. Ну вот в Карачаево-Черкесии есть несколько титульных наций, да? Ага. И когда ты работал, ты, наверное, сталкивался со всеми. Угу. Можешь ли ты вот какие-то определенные черты вынести, что вот у этой нации там, вот такая черта есть, а у этих так? Для меня больная тема национализма, я крайне негативно к этому отношусь. Я считаю, что нет хороших, плохих наций, есть хорошие, плохие люди, это везде. И кому-то что-то приписывать, это, наверное, будет очень субъективно. Я просто на это не обращаю внимания. Может, это и есть, но я никогда не обращаю на это внимания. Я всегда о человеке рассуждаю как о нем лично, а не как о женщине, мужчине, там, о другом цвете кожи или другой нации. Такого у меня нет в голове. Вот изначально, когда мы с тобой начали интервью, когда мы начали говорить, там, приятно, неприятно, это говоришь, должно быть приятно и так далее, и вот эти баннеры и так далее, там, то есть какая-то, ну, ты уже давно работаешь, тебя уже знают, к тебе хорошо относятся, да, там определенная часть людей как бы считает тебя авторитетом, да, как минимум в своей сфере, да, плюс там популяризация на баннерах, возможно, тебя узнают, возможно, к тебе подходят, там, это вы, можно сфотографироваться и так далее. То есть вот это все как-то внутреннее эго, самолюбие, оно же подпитывается. Да. Как ты к этому относишься? Там зачатки звездной болезни, может, какие-то, или еще что-то. Или, может, ты это наблюдал не у себя, а у кого-то. Вот это слово «навс», да, которое оно постоянно подпитывается, да. Даже когда тебе просто улыбаются, так делают какой-то комплимент, как ты классно выглядишь, там шикарный галстук. То есть уже это все как бы чуть-чуть капает и зарождает в человеке такое, ну, может, не прям раздутое эго, но поддутое эго.
Замечаешь ли ты это в себе какие-то такие? Я думаю, черты? ни один человек это за собой не заметит. Я за собой в том числе не замечаю. Но я думаю, у меня такого нет. Почему? Потому что у меня есть и богатые друзья, и известные друзья. И, возможно, у некоторых что-то подобное, когда проявляется, я всегда вижу это со стороны. И когда это касается меня, я всегда думаю, я, наверное, так бы не хотел делать. Или вот со стороны я вижу всегда себя, стараюсь смотреть на себя со стороны. И когда мне люди говорят, конечно, автографы никто не просит, но когда люди меня узнают, особенно мои коллеги, учитывая то, что я делаю в нашей профессии, я первый человек, кто свое лицо на улицах Ставрополя, можно сказать, светит. Я ничего никогда не стесняюсь, не боюсь, всегда стараюсь работать на перспективу и правда всегда за мной. И поэтому, я к этому отношусь очень даже, мне просто приятно очень слышать приятные отзывы о себе и о своей работе. Считаешь ли ты, что у тебя есть такое стандартное Карачаево-Балкарск, как горское воспитание? Стандартное, смотря что учитывать стандартным. Вот что для тебя горское воспитание, там горский этикет? Да, это такой сложный вопрос. Я просто вырос в станице, не в ауле, не в Черкесске, не в Карачаевске. Я вырос в станице, у нас преобладало русскоязычное население, и у меня друзья с детства были и русские, и карачаевцы. Наверное, я воспитан не совсем в традиционных карачаевских традициях, но что я могу сказать, у меня чистая душа вот такая карачаевская. Вот я наблюдаю за карачаевцами, у нас или очень такие душевные люди, или очень неприятные. Вот у меня больше, наверное, к душевным людям, внутри у меня все чисто. Вот так могу сказать. И вот эта твоя карачаевская душа, она тебе как-то помогает там, в твоей работе? Как-то вот твоя ментальность проявляется? Это интересный вопрос. С точки зрения дохода, возможно, наоборот, она мне мешает. Потому что там, где нужно немножко сказать что-то... Слукавить, да, у меня это не получается. Я всегда говорю как есть. Просто можно продавать или не продавать, говоря правду. Не обязательно врать. Можно решать свои вопросы и достигать своих целей правдивым путем, не обязательно кого-то обманывать. Ты считаешь, что если ты где-то недозаработал именно деньгами, но в этой ситуации ты заработал там, репутацией, уважением, и в дальнейшем, и в материальном плане это тоже откликнется? Абсолютно, я в этом уверен. За нами, за всеми смотрит Всевышний, и всегда у меня нет такого страха, то, что я в своей работе сделал что-то неподобающим образом, и всегда я прошу, когда достижение цели, у меня это получается, пусть даже со временем, но получается, я за этим слежу. Мы упомянули Всевышнего. Что для тебя религия, как ты вообще относишься к религии? К религии я пришел, наверное, не так давно. Опять-таки, один из моих клиентов. Что, по-твоему, пришел к религии? То есть мы все с детства говорят про Всевышнего, Всевышний не любит мальчиков, которые обманывают, если ты сам съел 2 конфетки, а не поделился, то это плохо, говорит тебе за это в аду и так далее. То есть какие-то с детства фразы идут, но полное сознание, приходит ко всем в разном возрасте. Да, вот. У меня не религиозная семья была, и с детства мне никто ни к чему не приучал. То есть таких каких-то не было? Да, нет, не было. У меня просто последние годы сформировался круг общения, который мне близок по духу, по ментальности. Ребята все верующие, и есть такая поговорка: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И я благодарен Всевышнему, то, что он меня свел с теми людьми, с кем я сейчас нахожусь в одном кругу. И получается, несколько лет в этой сфере. Да. Что в тебе поменялось? Я стал богобоязненным, стараюсь принимать правильные решения. То, что у меня с детства не было
в голове вранья, то, что я категорично отношусь к вранью, к неправде, к лицемерию. Это у меня было с детства. А сейчас я стараюсь свою духовность личную развить в более правильном направлении. Того, что мне не было привито с детства. В чем, на твой взгляд, твоя сила и в чем твоя слабость? Так. Она может быть одно и то же, наверное, скорее всего. В моей простоте. Это и моя сила, и она же моя слабость, потому что... Ну, простота очень такое обширное слово. Поясни, что ты имеешь в виду. Ты знаешь, иногда доброту воспринимают за слабость. Иногда простотой хотят воспользоваться. Я, естественно, уже давно всяким манипуляциям не поддаюсь, просто на это противно смотреть, когда такое происходит вокруг. Простота, наверное. То есть некоторые считают тебя наивным? Да. А ты сам считаешь себя наивным? Нет. Нет. Ну, получается, ты внешне так кажешься. Да. Ну, получается, это твоя сила. Вот, я про это и говорю. Но слабость с точки зрения то, что кто-то пытается этим воспользоваться и считает это за слабость, но я не считаю это слабостью. Ну, так как ты не для кого-то это этим слабость, да, воспользоваться. для меня это сила. Вот о чем я. А что ты больше всего ценишь в людях? Откровенность, наверное. Есть ли какие-то, не знаю, сферы или черты характера, или там, какое-то мышление человека, о котором он тебе откровенно расскажет, поделится с тобой, но ты его не поймешь и не примешь, ты его осудишь? Есть что-то, за что ты можешь осудить? Максимально честно и откровенно он тебе пришел, рассказал? Думаю, осудить прям такого не будет. Я очень... Ну, ты поменяешь к нему свое отношение. Маловероятно. У меня к людям нет такой, знаешь, чрезмерно. Я ничего не ожидаю от людей. Стараюсь, во всяком случае, не ожидать, не очаровывать, чтобы не разочаровываться. Вот. И если мне там человек придет, то, что там что-то расскажет, то, что я не понимаю, или то, что мне не близко, я, возможно, ему об этом скажу, возможно, не скажу, но большого потрясения у меня это не вызовет, я так скажу. А что ты в людях не приемлешь? Лицемерие, наверное. Лицемерие. Какая твоя самая ненавистная для тебя черта? Моя? Да. Лень. В каком плане? Часто бывает то, что при достижении определенных результатов я немножко расслабляюсь, хотя нужно не сбавлять обороты для достижения более высоких результатов. И мне кажется, виной этому моя лень. А какой своей чертой ты гордишься? Я горжусь открытостью. Я могу человеку сказать, особо ничего не скрывая. Ну, допустим, если человек мне неприятен, я не буду сидеть с ним в одних компаниях и ради какой-то материальной или других выгод. То есть в тебе нет двуличия? Да. А как ты можешь сопоставить понятие открытости, то есть высказывание человека то, что думаешь, и тактичности? В этом тоже нужно балансировать, кстати, интересный вопрос. Ну, я раньше много чего мог сказать, сейчас стараюсь, конечно, лишний раз не обижать людей. Ну, можно ли это со стороны понять, как будто бы ты немного лицемеришь? Нет, просто это можно понять как мое субъективное мнение, оно может быть и на самом деле не так. Твое мнение, оно остается при тебе? Да, мое мнение остается при мне. Как ты относишься к смерти? Тоже интересный вопрос. Я до 2016 года к ней никак не относился. Что случилось? Я полетел на мальчишник в Таиланде. Вот такие истории тоже бывают, как в кино. И там на байке попал в аварию, мне пробило голову, оставили титановую сетку.
был ожог руки и было оторвано ухо. Это все медицинскую помощь тебе оказывали там? Практически все, да. Только операцию на голову делали в Екатеринбурге. А что за мальчишник, он того стоил? Нет. На самом деле, эта ситуация была показательной, так как я был на грани от смерти. Я залетел под автобус, его колесо от моей головы остановилось вот на таком расстоянии, чтобы ты понимал. Я просто потом видел фотоотчет, я-то не помню момента самой аварии, но когда ты впритык приближаешься к смерти, ты по-другому начинаешь относиться к жизни. Ну, в этот момент ты понимал, что вот-вот ты можешь умереть? Я был не в сознании, я ничего не понимал. Но когда пришел в сознание в больнице, и когда приходил в себя, мне потихоньку, конечно, приходило осознание того, что это жизнь могла остаться. Ну, то есть, когда ты открыл глаза, у тебя было какое-то облегчение, что все-таки ты жив? Я об этом не думал. Не было? Нет, я был на обезболивающих, и было какое-то, шоковое состояние. Я очнулся на следующий день после операции. Ну, до 2016 ты говоришь, никак не относился к смерти, а с 2016? Я ценю каждую секунду прожитой жизни. А как ты относишься к смерти окружающих, там, близких? Наверняка ты терял неоднократно людей. Ты же человек с советских времен. Ну, тоже такое интересно. Пока я был в армии, в Армении, у меня не стало отца. И я прилетел, и так как я не увидел уход его из жизни, я не успел прям на похороны. Ну, будучи в Армении, тебе уже сообщили об этом? Да, мне сообщили, было какое-то непонятное состояние. Но вот в 2020 году, когда я принял решение, то что уже пора покорять Москву, уехал туда, прожил там практически год, и вернулся и начал работать и жить в Карачаево-Черкесии из-за своей больной матери. И после того, когда она ушла, тогда как-то пусто, наверное, стало. И к смерти я все это видел, она тяжело болела, и не знаю, как относиться к смерти. К смерти на данный момент я уже очень просто отношусь. На данный момент я к смерти отношусь очень просто. Ну, ты сам боишься, что твоя жизнь может оборваться в любой момент? Я считаю, все в руках Всевышнего. И ты готов? Готов. Готов? Да. Это важно, быть готовым. И поэтому ты вначале задал вопрос про армию, не знаю, это было в эфире или до эфира, о призыве. Я особо никаких телодвижений не предпринимаю. Конечно, не хотелось бы убивать кого-то. Я пацифист сам по себе. И беспричинно кого-то убивать, это для меня очень неприемлемо. Хотя я думаю, это делать возможно, если есть определенные причины. Но к смерти, к самой, мы все живем и умираем. И после того, как не стало матери, я понимаю, что мы все там будем. И жизнь, она не вечна. Именно тогда к тебе более полное сознание пришло, да? Да, у меня когда ушел брат, в аварию попал в 98 году, я был тогда маленький, не особо что-то понимал, потом отца не стало, меня рядом не было, но когда не стало матери, я был рядом, держал ее за руку, и я все это видел, как это вообще происходит, и то, что без этого никуда не деться. Смерть ждет каждого из нас в определенный час. И что более не гарантировано, так как смерть, да? Да, да. Как ты относишься к нашим карачаево-балкарским традициям? Я обожаю наши традиции. Это сейчас сарказм был или нет? Нет, это потому что они наши. На самом деле, я когда долго не бываю в Карачаево-Черкесии, я туда приезжаю и смотрю на каждого, неважно, кто он по нации, прям хочется подойти и обнять каждого человека, потому что ментальность у нас такая близкая. Считаешь ли ты что-то из наших традиций обычаев уже пережитком прошлого, с чем-то устаревшим? Чем-то неактуальным? Я считаю, что человек без прошлого не имеет будущего.
И то, что традиции – это один из тех моментов, которые должны соблюдаться, чтобы иметь свою идентичность и аутентичность в этом мире, довольно-таки таком смешанном. Как ты думаешь, какими качествами и чертами должен обладать каждый карачаец-балкарец, независимо от возраста, пола и так далее? Вот почему я, например, стараюсь в своей профессии быть каким-то примером, потому что я считаю, что с меня двойной спрос, так как мы не на нашей родине сейчас находимся, проживаем, на нас смотрят люди, другие нации, и кому мы должны подавать пример с точки зрения адетов, намысов, и с точки зрения подхода к жизни, с точки зрения религии, с точки зрения бизнеса. Я считаю, должны быть на первом месте, никого не обманывать. Часто приезжают ребята из Карачаева-Черкесии, тут шороху наведут непонятного, потом после которых остается неприятное послевкусие. Я считаю, такими делами вообще нельзя заниматься. Всегда нужно помнить, откуда ты приехал, где ты вырос, в какой семье ты вырос и куда ты в итоге попадешь. Думать о репутации целого народа ты имеешь в виду? Репутация своя личная, репутация семьи, репутация народа и репутация религии. Мудро. Вернемся к твоей профессии. Многие считают, что риэлторы – это обманщики, и им не стоит доверять, потому что часто в объявлениях можно встретить несуществующие квартиры, а потом риэлтор говорит: ой, мы ее продали, но подберем другую и так далее. То есть разные уловки для того, чтобы завлечь клиента. Что ты можешь сказать по этому поводу? Про хитрость, уловки, обманы откровенно. По этому поводу все, что ты сказал, это имеет место быть. Каждый работает как может, как хочет, и вообще как ему на сегодняшний день взбредет в голову. Я считаю, нужно это менять на государственном уровне. Критиковать может каждый, но нужно предлагать пути решения проблем. Нужно лицензировать профессию, определенные стандарты выстраивать и вообще культуру работы с недвижимостью риэлторов. И тогда все будет намного лучше. А пока у нас все на таком доисторическом уровне с точки зрения рынка недвижимости, все так и будет. Мнение о риэлторах я сам лично стараюсь каждый раз при контакте с людьми менять, и те люди, которые проводят со мной сделки, они в этом убеждаются. Человеку, который тебя лично не знает и вообще никогда не сталкивался, на что нужно обратить внимание при выборе агентства или риэлтора для продажи и для покупки жилья? Я бы, наверное, обратил внимание, если человек, в принципе, не обязательно риэлтор, который оказывает мне услугу, или вообще какие-то контакты с ним произвожу, если он говорит все так, что мне нравится, нужно присмотреться к этому человеку. То есть, когда все гладко, это тоже... Когда все гладко, не может быть все гладко, и когда все нравится, не может быть такого. Это значит, есть какие-то недоговоренности, нет искренности в диалоге. Бывало ли такое, что ты обращался к риэлторам, не выдавая себя, нанимал других риэлторов, чтобы посмотреть, как они работают, чтобы какой-то опыт перенять, что-то у них скопировать и так далее? Ну, чтобы я работал инкогнито, я не помню, чтобы такое было, навряд ли такое было. Но по сей день, работая с другими риэлторами, я всегда оцениваю, конечно, их работу. И иногда что-то есть такое, то, что я думаю, мне бы это не помешало. Вот, смотря в камеру, хотел бы попросить тебя обратиться к нашей молодежи, дать какое-то наставление, какие-то советы, исходя из собственного опыта и своего видения этого мира. Что ты можешь им сказать? В первую очередь хочу сказать, чтобы вы ничего не боялись. Те мысли, которые есть в ваших головах, те мечты, те цели, пытались их реализовать, несмотря ни на что.
прислушивались, вернее, к мнению родителей, потому что им тоже нужно отдавать дань уважения. Но они, как правило, родители нас жалеют, они хотят, чтобы мы попадали в стрессовые ситуации, а если так, то мы навряд ли будем достигать тех целей и высот, которые мы планируем. Так что все должно быть сбалансировано. В какие-то моменты слабости, апатии, ну, бывали, наверное, у тебя тоже такие моменты, да? Конечно, как и у всех. Да, и вот бессилие, когда тебе не хотелось утром вставать, не хотелось двигаться, развиваться и так далее. Это такие у тебя моменты, они просто со временем проходили, или ты предпринимал какие-то меры и как-то боролся с этим, и как-то переходил на следующий этап? Бывало по-разному. Когда-то проходит само, когда это не сильная травма, допустим, какая-то душевная или эмоциональная, когда-то требует дополнительных усилий. Можно посмотреть какой-нибудь фильм, послушать подкасты, книжку почитать. Много путей, которые могут быть рабочими в борьбе с апатией, со стрессом и с опущенными руками. Назови 3 любимых фильма и 3 книги, которые должен прочитать каждый. По книгам у меня полный бардак, потому что я на данный момент 2 книги читаю, очень много перечитал книг. Мне нравятся книги по психологии в основном. Так, чтобы именно какую-то конкретную книгу я навряд ли смогу сейчас сказать. Но рекомендую читать те книги, которые позволяют вам понять, кто вы есть на самом деле и покопаться в себе. А из художественной литературы? Из художественной литературы Ты я... вообще любитель читать? Я? Да. Не то чтобы читать, я люблю слушать, но иногда я читаю. Вот сейчас я читаю на бумажном носителе Мэтью МакКонахи «Зеленый свет». Слушаю «Ненастоящий мужчина». Кто автор? Автора сейчас не вспомню. И последнее, что я читал, было «Дюна» из художки. Довольно-таки интересно, но я больше люблю такую более профессиональную, полезную литературу. Художку я крайне редко читаю. А 3 любимых фильма твои? По фильмам... У меня, с точки зрения искусства, я люблю искусство, и фильмы, и музыку. Если у меня идут мурашки, например, по коже, в момент, когда я в театре сижу, или слушаю какую-то музыку, или смотрю какой-то фильм, я считаю это произведение достойное. Мне сразу на ум приходит из современных это «Интерстеллар», все фильмы с Ди Каприо интересные довольно-таки. Ну и наша классика, я люблю пересматривать, не знаю почему, «Москва слезам не верит». У тебя есть какие-то хобби или увлечения? Помимо работы? Я недавно записался, хожу в качалку давно, недавно записался на кроссфит. Куда? Кроссфит. Куда? В Алекс Фитнес, куда я хожу, на качалку, там есть секция кроссфита. И... Амиру. Амиру. Да, к Амиру. Амир молодец, дал мне такую лайтовую программу. Я сейчас в основном у меня те, кто со мной занимается, это начинающие девочки. У меня травма руки, головы, мне вообще на тренировки ходить нельзя, но я без них не могу. Колено еще болит, уже когда тебе за 30, когда ты встаешь утром, у тебя ничего не болит, это уже хорошо. Вот как-то так. Сейчас мое увлечение это кроссфит. И сколько раз ты уже был на кроссфит? Я уже был больше 5 раз. Ну это круто. Да, сегодня я вчера был на кроссфите. Да, вот видишь, мы с тобой в этом отношении понимаем друг друга. И что самое интересное, вот просто от бега, от ходьбы у меня колено начинает болеть, а от кроссфита, не знаю, может потому что болит все остальное, колено особо не чувствую. Замечаешь, да? Да. Так что буду двигаться в этом направлении. Сейчас небольшой у меня вес есть лишний, от которого я хотел бы избавиться, поэтому кроссфит, это мне сейчас тема близка.
Итак, подходя к концу, у нас есть такая рубрика. Первое, я задам тебе вопрос от предыдущего гостя, Ага. с учетом того, что гость не знал, кто будет наш следующий Ага. гость. Он не знал ни возраста, ни сферы деятельности, ничего. Тебе нужно будет ответить на вопросы предыдущего гостя. И второе, тебе самому нужно будет задать вопрос, Мгм. который мы озвучим для следующего гостя, но мы сами не знаем, кто он будет. Мгм. Да, то есть это будет он или она, врач или бизнесмен, Мгм. 20 лет или 70, Мгм. мы не знаем. От предыдущего гостя, ты у нас счастливчик, тебе сразу два вопроса. Ага. Да. Первый вопрос звучит так. Чем ты гордишься больше всего? Рабочими моментами, честно говоря, мне не особо хочется гордиться. Я больше ценю в жизни отношения с родственниками, с близкими, с людьми. И я горжусь своими, наверное, отношениями, выстроенными на протяжении всех этих лет с окружающими меня людьми. То, что они довольно-таки искренние, приятные. Я, например, могу довериться тем людям, которые меня окружают. Сейчас, прежде чем я задам второй вопрос, еще один вопрос в голову пришел, более профессиональный, да? Сколько объектов недвижимости максимально ты продал за один месяц? По объектам у меня цели не было, потому что можно продать 5-10 объектов и заработать там, 50-100 тысяч. И поэтому я считаю, наверное, доход, а не объекта. С точки Это был бы второй вопрос. Но хорошо. Ну, 5-7, я не помню, сколько продавал. А честно сколько говоря. денег ты максимум заработал за один месяц? Это вот недавно произошло. Я в Ставрополь переехал не так давно обратно. После возвращения с Карачаева-Черкесии полгода не прошло. Спустя 3 месяца переезда своего в Ставрополь я продал на 35 миллионов где-то недвижимости. Но это не только по Ставрополю. Это беру в учет все те сделки, которые проходили и в других городах. Благодаря тем контактам, которые я оставил и в Москве, и в Карачаево-Черкесии. Ну, то есть это все те сделки, с которых ты получил комиссию? Да, на 35 миллионов. Для Ставрополя, да даже для Москвы, это довольно-таки неплохой результат. И второй вопрос от нашего гостя. Мы так сильно меняем тему, да, контрастно. Что, ты сказал, что ты к смерти относишься вполне логично, допустимо, и ты к ней готов. А что для тебя хуже смерти? Позор. Опозорить свое имя, опозорить свою фамилию, свою религию. Позор, я думаю. Стать пятном. Да. И тогда мы ждем теперь вопрос от тебя. Мы хоть и не знаем, кто будет гость, но мы ему скажем, что этот вопрос был от тебя. Но пусть тогда следующий гость расскажет, что будет через год. Как он видит это Что именно? в подробностях. Ситуация в России и что будет конкретно с ним. Ага. И ситуация в мире. Хорошо. Я думаю, это будет интересно. Есть ли какие-то сферы и темы, которые мы не затронули, о которых тебе хотелось бы что-то сказать, дополнить? В принципе, я думаю, мы затронули все, что могли. Что мы могли затронуть за час? Да. Хотелось бы сказать зрителям, просто будьте добрее к людям, окружающим вас. Спасибо большое за уделенное время. У нас сегодня в гостях был Артур Бочаров, риэлтор, перенимающий опыт у других агентств и у других стран. Человек, который гордится карачаево-балкарскими традициями, обычаями и для которого позор хуже смерти. Спасибо. Всем ассаламу алейкум и до новых встреч. Салам алейкум. Smack that, give me some moves.